прошлых сериях мы с семьей отправились в отпуск в Абхазию. 3 часа летели до Сочи, за 5 минут прошли границу, доехали до гостевого дома, купались в море, пили чачу, пиво, вино, гуляли по набережной, гуляли по городу Сухум, видели репетицию парада, узнали, как называть местные жилые кварталы, наслаждались закатом, посетили местный рынок, ботанический сад, государственный музей и знаменитый ресторан «Мухус». Всем привет! В нашей новой серии фильмов мы покажем вам удивительную, невероятную и захватывающую дух республику, где проходит главный Кавказский хребет, где находится единственная столица на берегу Черного моря. Место, где кажется, что ты находишься в раю, и место, которое, кажется, навсегда завоевало наши сердца. Ведь мы в Абхазии. Друзья, доброе утро! Сегодня у нас 16 сентября, время 11:11. Загадывайте желание. Загадывайте желание. Ну все. Короче, я желание загадал. У меня все хорошо, значит, будет. Ну и у вас тоже обязательно. Так вот, я Матвей Дрёнкин. И, кстати, я хочу сегодня поздравить Тимура, моего друга, с днем рождения. Тимур, дружище, с днем рождения тебя, от всей души, по-братски. Сегодня мы отправляемся, у нас новая часть в нашем путешествии. Мы отправляемся вот на этом потрясающем Mitsubishi Delica с мотором 3 литра на полном приводе, отправляемся путешествовать по Абхазии. Так что давайте смотреть наше путешествие. Надеюсь, у нас все будет хорошо, все будет интересно, круто. Погнали! Когда наступает долгожданный отпуск и появляется возможность перемещаться по Абхазии на автомобиле, нам хочется уехать куда-нибудь далеко-далеко, где тихо, где вокруг нас естественная красота природы. И вот такой одной из наших самых любимых локаций стала Мюссера. А от города Сухум до Мюссеры добраться несложно. Едем в направлении Гагры, параллельно любуемся открывающимися нам красотами гор и манерой вождения местных гонщиков. И на посту ДПС, тот самый, который с крышей и где практически всех подряд останавливают местные гаишники, поворачиваем налево и буквально через 10 километров попадаем в Мюссерский заповедник. Мюссера очень уединенный уголок. Здесь почти нет населенных пунктов. Если ехать по извилистой узкой дороге, то вам встретится только село Мысра с 5 десятками дворов, стоящих довольно далеко друг от друга, и полузаброшенное село с 2 жилыми пятиэтажками. Друзья, мы в Мюссере. Это наша первая локация на сегодняшний день. Там у нас Пицунда, там у нас Гудаута осталось.
Так что мы возле храма Амбара, это Мюсера, населенный пункт, будем говорить так. Доехали хорошо, ехать примерно 1,5 часа, около 80 километров. Ну, около того, я точно не помню. Потом, может быть, там с Maps.me куда-нибудь вставлю. Если не вставлю, значит так надо. Это место нам очень понравилось в прошлом году. Мы здесь были, оно нас очень сильно впечатлило. И теперь мы опять хотим здесь побывать, потому что оно очень замечательное. Правда, вот в том году мы купались тут. Было очень классно. Классное дно, заход. Но что-то, видимо, сегодня мы не покупаемся тут. Ну, зато просто полюбуемся видами. Ну и вспомним историю самого храма Амбара, этого замечательного произведения строительства. Обрывистый берег Черного моря находится недалеко от Пицунды. Вода почти вплотную подступает к скалистому берегу, что само по себе очень живописно. До совсем недавнего времени Мюсера была закрытым местом не только для туристов, но и для самих абхазов. Это что-то вроде бухты, скрытой от посторонних глаз, в которой расположена одна из абхазских дач Горбачева, пансионат и заповедник. Соответственно, в советское время об этом месте мало кто знал и бывал. Добраться сюда можно на прокатном авто, такси или индивидуальной экскурсии. Уединенность этого места приводит к тому, что уехать или приехать сюда получится далеко не в любое время. А также удаленность от цивилизации приводит к отсутствию огромного количества людей и туристов. И это значительный плюс. Вообще, Мюсера – это заповедник, и свое двойное название он получил в связи с тем, что одна его часть располагается на юге Пицунского полуострова, а другая – на вершинах Мюсерской возвышенности. На обеих территориях царит субтропический климат, что характеризуется повышенной влажностью, довольно теплой зимой и жарким летом. Площадь зоны, охраняемой государством, составляет 3770 гектар. Из них 3500 – это леса, все остальное – поляны, лужайки, пляжные зоны, горные ущелья и россыпи камней. История образования заповедника началась с того, что ранее местное население вырубало пицунскую сосну без капли сожаления. То не устраивало ученых, и они неоднократно обращались к властям прошением о запрете на вырубку этих деревьев. И вот, наконец, в 1885 году ученые были услышаны. Пицунскую сосновую рощу объявили заповедной. По факту, вырубка деревьев не была прекращена, так как следить за сохранностью флоры было некому. И уже во времена правления императора Николая II заповедная зона была передана во владение Новоафонского монастыря. И в этом случае не удалось уберечь растительность от вырубки. За 20 лет вырубили более 18 гектар леса. Лишь в 1910 году эту территорию признали памятником природы и усилили здесь охрану. В 1926 году заповедная зона получила название Пицунского соснового заповедника, но только в 1966 году образовался Пицунско-Мюсерский заповедник со строго определенными границами, существующими и по сей день. Уникальность заповедника состоит именно в лечебных свойствах пицунской сосны, которые усиливаются в жаркую погоду при нагревании хвои на солнечных лучах. Целебные свойства лежат в фитонцитах, коих в пицунской сосне насчитывается в 6 раз больше, чем в обычной. Возраст местных деревьев колеблется от 80 до 500 лет. Вторая мюсерская часть заповедника не менее живописна. Она находится на горном берегу Черного моря. Поднимающиеся высоко к небу отвесные каменные известковые террасы резко обрываются прямо в морскую пучину, представляют собой зрелище удивительной красоты. А также на берегу Черного моря в Мюсере кто-то из местных жителей установил качели, которые мягко раскачиваются на ветру, предлагая посетителям незабываемый вид на бескрайние водные просторы. Здесь можно насладиться атмосферой спокойствия, слушая шум волн и ощущая свежесть морского бриза.
каждый год мы снимаем наше традиционное видео на берегу. Правда, для этого приходится немного побегать с камерой, чтобы запечатлеть все мелкие детали, от редких солнечных бликов на воде до улыбок дочки. Благодаря смене ракурсов и искусственно замедленной съемки, каждый момент становится живым и эмоциональным, создавая уникальную семейную хронику. Рядом расположены домики для отдыха. И стоимость аренды такого домика 5000 рублей в сутки. Удобств внутри нету, кондиционера нету, душ, туалет, все на улице. Примерно в 150 метрах от берега находится храм Амбара. Интересен тот факт, что место для постройки этого храма было выбрано очень необычное. Как правило, такие сооружения возводятся на возвышенностях, либо рядом с источниками. Здесь же нет ни того, ни другого. Когда попадаешь в Амбару, впервые возникает странное ощущение нереальности. Массивные каменные стены сплошь поросли плющом, что делает окружающую атмосферу еще более невероятной. Сейчас местные жители привели место в порядок. Все колючие заросли ликвидированы. Храм огорожен забором. Внутри храма срублен плющ, уничтожающий стены. В храме чисто, появилось много икон. Сохранились и остатки лестницы, по которой когда-то можно было попасть в верхнюю половину храмового комплекса. Рядом с храмом в тенечке сделаны лавочки. Длина строения 20 метров, а ширина 15. Атмосферные осадки, ветер и время обтесали и округлили углы постройки, выполненные из массивных блоков, что придало силуэту храма округлую форму. Вообще, Мюссера очень волшебное место, и находясь здесь, кажется, что ты находишься на съемочной площадке. Настолько вокруг все невероятно. Видимо, за это Амбару и выбрали для съемок фильма «Робинзон Крузо». В основном фильм снят на берегу моря, и эти живописные локации отлично передали атмосферу одиночества и природы, присущую книге Даниэля Дефо. День постепенно близился к концу, и мы, полные радости и эмоций, решили перекусить. А так как по пути был новый Афон, остановились мы именно в нем. По пути прогулялись по местному парку, полюбовались красотами, погуляли по мостикам и направились в сторону кафе «Лебедь». В 2022 году мы впервые побывали в кафе «Лебедь», и нам очень понравилась местная кухня, уровень обслуживания, а также впечатлило само место ввиду его необычного расположения. Однако, в этот раз данное заведение нас немного разочаровало, и соответствующий отзыв прилагается. Друзья, мы оказались в кафе «Лебедь». Мы кушаем. Чуть позже покажем, сколько нам это все дело обошлось.
Но хочу отметить, что кафе «Лебедь» отличается не самым лучшим, во-первых, сервисом по скорости, а во-вторых, не самым хорошим отношением к клиенту. Мы заказали лодочки, а получилось так, что компания, которая прямо сзади нас, им принесли лодочки быстрее, чем нам. В общем, мы негодуем, и это на самом деле не очень приятно. Поэтому минус этому заведению не факт, что мы сюда еще раз когда-нибудь придем. Потому что лодочки до сих пор еще у нас не появились, их у нас нету, как вы видите. Есть только тарелки, мясные тарелки. Нам принесли сдачу. Я думаю, там будет по 1 рублю. Там будет 3 десятки, 30 рублей сдача должна быть. 5 рублей. Я уже правильный ответ знаю. Открывай. Опа, а должно быть 30. Мы посетили кафе «Лебедь». Короче, нас очень помпезно проводили оттуда под громкую музыку. Видимо, все-таки они поняли свою ошибку, вероятно. И даже, знаете, дали нам такую компенсацию 20 рублей за то, что вышло недоразумение с лодочками. Очень сомнительно, что мы сюда вернемся. Эта кафешка нам очень нравилась, этот ресторан «Лебедь» в Новом Афоне. Но что-то случилось с обслуживанием. Что-то прям вот такое, что нас, если честно, огорчило. Поэтому мы едем дальше. Наше впечатление о кафе «Лебедь» сгладил небольшой зоопарк, который находится на территории Приморского парка в Новом Афоне. Из экзотических птиц здесь можно увидеть павлинов, страусов и сов. При желании птиц можно даже покормить. Мини-зоопарк очень уместно расположен в красивом Приморском парке с экзотическими деревьями. Конечно, кроме экзотических животных, есть еще и не очень экзотические, коих тут очень много, и что невероятно радовало нашу дочку. Ребят, у нас, как всегда, приключения. Короче, нас перегородили в Новом Афоне. Я говорил, что я не люблю Новый Афон. Нас перегородили 2 машины с краснодарскими номерами. И там никого нету, никто не выходит. Мне пришлось найти, кто живет здесь, вот на... Сейчас я покажу даже на какой улице. Вот на этой. Чтобы мы смогли хоть как-то выехать. А, вот, видимо, уже подошли хозяева. Сейчас будем разговаривать. Учись парковаться, и проблем не будет. Как паркуюсь, так хочу! Безумно можно быстрее. На самом деле разговор с краснодарскими отдыхающими был короткий и без повышенного тона. Ребята извинились за доставленные неудобства, и мы направились в сторону города Сухум. Тем временем начал накрапывать дождик и добавил вечерним видам города особого колорита. И на наше удивление еще и работал Сухумский пивзавод. И вот наш вечер заканчивается на пивзаводе. Кстати, ребятушки, вот нам повезло, время 18:45, а пивзавод работает. И это большая редкость, кстати. Здесь 30 Идет дождь, ребята, вообще капец погоды, конечно. Привет, друзья! У нас сегодня 17 сентября, второй день наших покатушек по Абхазии. И сегодня мы отправляемся в восточную часть Абхазии. Сегодня мы едем, сначала на горячие источники, а потом мы едем в город Кварчал, город-герой. Про него мы уже много раз рассказывали и расскажем в очередной раз. Так что погнали! Чтобы поправить здоровье, мы отправились в кендыкские минеральные источники. Термальные источники расположены на востоке Абхазии в 30 километрах от Сухума. Оздоровительных комплексов 2. Старый Кендык, самый известный в Абхазии, находится на краю деревни Кендык, ближе к побережью. Новый Кендык, возведенный в 2012 году рядом с трассой Сухум-Очимчира. В нем мы побываем в следующей серии.
Итак, друзья, мы приехали к Киндыкской источник. Село Киндык. На этих источниках мы были последний раз в 2022 году. Это то самое видео, которое вы, наши друзья, подписчики, видели и на канале, и на телеканале «Глазами туриста». Вот, давненько мы здесь не были. Очень хорошая погода сегодня у нас. И вот сам источник. Вот, друзья, смотрите, какие запреты появились. О, Господи, сколько всего запретов. Итак, начинаем читать. Смотрите, сколько правил, друзья. Вообще капец. Сколько нынче вход? 300 рублей. Время 11:18. Тут капец уже просто народу. Надо было приезжать хотя бы там 9:30. Ну, в общем, довольствуемся тем, что есть. Но зато здесь аккуратно все и хорошо. Горячие воды Киндыка обнаружились здесь в 70-е годы 20 века. Советские ученые искали нефть в этом районе, но вместо черного золота из 3-километровой скважины забила вода температурой 100 градусов. Почти 40 лет с тех пор никому не было дела до этой находки. Пока в 2007 году местная семья не отдала воду на анализ в лабораторию. Выяснив, что она обладает лечебными свойствами, предприимчивое семейство арендовало землю, расчистило территорию и построило бассейны для купания и гидромассажные сооружения под открытым небом. На территории термальных источников есть несколько теплых бассейнов, раздевалки, туалеты, кафе, гидромассажные приспособления и, разумеется, платные камеры хранения. На территории обоих термальных комплексов есть грязевые озера, откуда посетители берут лечебные грязи. Туристы обмазываются с ног до головы и отдыхают на солнышке, пока грязь высыхает. Еще одна процедура, пользующаяся популярностью, гидромассажный душ, из желобов которого падают мощные струи термальной воды. В старом комплексе они находятся на 10-метровой высоте, а под ними стоят деревянные шезлонги. Под струями гидромассажного душа рекомендуется лежать не более 5 минут. После бассейнов, гидромассажа и грязевых ванн человек выходит бодрым и полным сил, выглядит моложе, чувствует себя спокойнее и хорошо спит. Ну что, друзья, подводим итоги посещения киндыкских источников. Назовем их так, источники номер 1. В принципе, все нормально, но есть некоторые но. Очень много народу. Я бы даже сказал, очень много бабушек. Можно стать бабушкой через воду. Короче, народу капец как много, и приезжать надо сюда явно не в 11 дня утра, как это сделали мы. Ну и очень много запрещено, все запрещено, это запрещено, ходить запрещено, летать, ползать, все запрещено. И я даже не знаю, какие запреты будут в следующем году здесь введены, наверное, на съемку. Может, мы даже последнее время, может, последний раз даже здесь. Еще нас хотят куда-то подвезти. Но нас не надо никуда везти, потому что у нас есть свой автомобиль. Вот такой вот Mitsubishi Delica, про который мы расскажем позже в отдельном ролике. Кстати, вот в таком виде источник я снимаю впервые. У меня есть только видео с коптера, но сейчас же здесь все запрещено, как я уже выше говорил. И даже, смотрите, запрещено просто, потому что осторожно, ребят. Ну, как бы вот так. Но раньше сюда нельзя было ходить, а теперь можно. Теперь здесь как такой, как парк, что ли. И даже вон там с жутким напором идет кипяток. Кстати, не помню, с какой температуры выходит вода, но в источнике она уже вниз, точнее, к людям попадает примерно с температуры 40 градусов. Мы отправляемся дальше. И, как я уже говорил выше, мы отправляемся в город-герой Ткварчал. И еще один интересный бонус у нас должен быть. Сегодня, надеюсь, у нас все получится. Так, ну, в общем, мы в том году здесь никого не видели. А теперь здесь есть... Сейчас я тебе скажу, за 1200 троих погадаю. Если можешь за свой телефон отвечать, я за тебя отвечаю. Меня прикручивают
веревками. Сейчас меня будут поднимать этой штукой. Тебе страшно? Уже все. Главное, сознание не потерять. Не потеряй. Ладно. Вот мы сейчас слушаем, да как такая. Тут высоко. Матерь Божья. Я все вспомнил. Я все скажу. О, боже. Река Алацга, ребята. Любуемся рекой Алацгой и красотами Ткваршальского района, господи. Тебе страшно? Я не знаю. Оно того стоит. Ребят, это круто. Попробуйте, приезжайте к этому чуваку. Он вас развеселит. Можно у тебя взять интервью, пока крутится барабан, пока наматывается трос? Ну что, классно, стоит попробовать. Обязательно, да, очень рекомендую. Вот к этому товарищу, ребята, если что, приезжайте. Обязательно кайфанете. Вот у нас следующий на подходе. Высота примерно метров до 20. Пятиэтажка, ребят. Короче, практически с 5-го этажа вы вылетаете. Давай еще чуть-чуть. Тай, как тебе хлебушек Творчальской? Друзья, после небольшой эмоциональной встряски на качелях мы доехали до города Ткварчал. Город Ткварчал, город-герой. Про него рассказывал я уже неоднократно в предыдущих роликах. Данный город, он в горах находится. И его история самая такая трагичная, то, что город находился долгое время в блокаде во время грузино-абхазского конфликта в 92-93 году. Город очень тихий, спокойный. Мы в прошлом году тоже здесь прогуливались. И была тоже, знаете, вот осень. Вот я сейчас иду, и здесь прямо осень. Листочки,
А еще, друзья, как в прошлом году мы купили себе, прямо здесь в городе Ткварчал продается офигенный лаваш. Он прям горячий, прямо из там дыры вот из этого, да, наверное. Очень вкусный, замечательно, рекомендую. Это вот там, где Ткварчал хлеб, рядом с ним прямо слева есть окошечко, и там готовят этот офигенный лаваш. А мы тем временем идем в то место, где раньше отправлялся фуникулер. Ткварчал – самый молодой город Абхазии. Он был основан в 1942 году в долине реки Галицги, как город горняков рядом с месторождением каменного угля. Здесь было открыто 8 шахт для добычи коксующегося угля. Из-за горного рельефа Ткварчал разделяется на верхний и нижний город, которые соединяли воздушно-канатная дорога, длинная лестница и кольцевая автодорога. Канатная дорога имела не только пассажирские линии, но и грузовые, по которым осуществлялась транспортировка угля. Канатная дорога не работает с 1993 года. Ее станции и механизм были повреждены во время войны. Вагончик канатки, долгое время сиротливо висевший над городом, был символом разрушенного и заброшенного Ткварчала. Со слов гида музея «Шахтер» в поселке Джантух, около 10 лет назад канатная дорога была полностью демонтирована. Две лепешки по 50 рублей. Ребята, буквально в прошлом году здесь еще была гравийка. Мы ездили на руку Терминатора на смотровую, а теперь здесь асфальт. Прям цивилизация в городе Ткварчал. Дорога до водопадов представляет собой удивительной красоты маршрут. То и дело открываются потрясающие виды на хребты гор. Также дорога придется по духу любителям острых ощущений, так как то и дело по правую руку будут попадаться обрывы с высотой несколько десятков метров. Далее по маршруту нас ожидал первый чекпоинт – будка поборов, мимо которой проезд стоит 400 рублей с человека. Но оно и понятно, как пишут в соцсетях, именно на эти средства была восстановлена дорога до водопадов. Короче, мы сейчас заплатили не 400 рублей с человека, а 1000 рублей просто, и все. По 200 рублей с человека. И 50% скидку сторговались. Однако учитывайте тот факт при планировании маршрута. Покрытие действительно хорошее, а вот ширина дороги едва позволяет разъехаться двум автомобилям. Короче, народ, пишу без петлички в GoPro. В общем, мы отчаянные. Аляс или неправильно назвал водопад, или я неправильно его понял. Сообщение он сказал вроде, что музей, где водопад святой. Мы приехали к святому, спросили, никакого музея тут нет. Чтобы не терять, скажем так, вложенных, инвестированных денег в размере 1000 рублей, мы решили пойти пешком на водопад Ирина и Великан. И здесь перепад высот почти километр, около 800 метров показывает у нас Maps.me. И 1,8 километра Maps.me показывает, что идти час туда
час суда. Местный предложил за 3000 закинуть на джипе нас туда, но я отказался. Кстати, здесь Outlander стоит. Видимо, тоже не стал мучить машину, потому что вот такая дорога. Я эту Делику не хочу так насиловать. Что еще интересно? В договоре написано, что Акармары и водопады ездить нельзя. Но голосом мы проговорили, что я поеду. А я взял и не поехал. Ладно, пожелайте нам удачи, так же, как наш собрат абхазский. Но внизу, который предложил нам нас довести за 2500. Ладно, 2,5 повезу. Я говорю, спасибо. Я вам сказал, ладно, зеленой дороги вам. Вот она наша зеленая дорога. Кто-то уже доехал. Почему они так все смотрят на нас? Потому что они заплатили бабки, а мы нет. Когда раньше ездили на эту экскурсию, когда это был-то, ё-моё, с Раулем. Рауль, привет! Я помню эту дорогу на твоем УАЗике. Мы тоже видели таких бедолаг, как мы, которые поднимались пешком. Я им не сожалел, они молодцы. А, ну ладно. Может, даже кого-то сейчас подвезут. Может, даже нас. Ну что, говорил я, ребят, что чуть-чуть хитренько у нас все равно будет. Мы доехали. Спасибо этому товарищу, кстати. Не поинтересовались, как зовут, но пожелал нам хорошего отдыха. Я поднимаюсь пешком. Остановилась передохнуть. Останавливается машина, говорит, давайте вас подвезу. Я говорю, ой, спасибо, только, говорю, денег у нас нет, поэтому пешком пошли. Он говорит, хорошо, ничего страшного, всегда подвозим. Сколько вас? Я говорю, 3 впереди, сейчас все это соберем. Так, друзья, теперь я свои перченые комментарии вставлю в это видео на нашем YouTube-канале. Сколько раз смотрел алясовские видосы. Он сюда постоянно возит туристов. Здесь просто вереница, просто кошмар. Я зарекался, что я сюда нафиг не пойду вообще никогда. И я, блин, здесь. Сейчас дойдем, тут птица с места. Ну, кстати, хочу заметить, друзья, что туристов практически нету. Вот, один чувак какой-то лазит, беспризорник, и навстречу нам несколько человеков попалось. То есть мы вовремя приехали, у нас сейчас время 4 часа ровно, и это хороший знак, что никого нет. Водопад с красивым женским именем Ирина – это открытие сравнительно недавнего времени, ведь название свое он получил всего лишь в 2016 году, а мы, в шутку между собой, до сих пор называем эти водопады новыми. Еще в советские времена этот водопад использовался как источник питьевой воды для снабжения поселка Акармара, о чем свидетельствуют трубы, проложенные вдоль тропы к водопаду. Назвал его в честь своей мамы Ирины, открыватель, местный житель Орлан Какубала. Произошло это случайно, когда он с друзьями бродил по местным лесам. Мощный, шумящий поток холодной и очень чистой горной воды тянет к себе желающих освежиться туристов. Водопад отличается исключительно живописным видом и необыкновенным, практически нетронутым человеком природным окружением. В общем, мы, как всегда, срезаем. В общем, это срезка, она короткая. И очень аккуратно надо здесь ходить. Мы пойдем максимально аккуратно. А ты еще с камеры стоит вообще. Коптер я не стал брать, потому что тут много деревьев, веток. Теоретически нормально. Теоретически тут все нормально. Так, все, иди вперед. Давай ты иди вперед. Ну я иду вперед, ладно. Нас узнали. А вы, говорит, дошли все-таки, да? А мы вас видели внизу там. Они же не знают, что у нас все схвачено оказалось. Было. Нашему взору открывается водопад Великан.
Следующий водопад красавец – это Великан. Его высота достигает 100 метров, а это практически 3 девятиэтажных дома, поставленных друг на друга. Водопад Великан, что у шахтерского поселка Акармара, самый большой в стране. Особенность этого водопада в том, что посетители могут находиться прямо под самим водопадом. Из-за обилия влаги здесь буйная растительность, а дно промытого водой ущелья устилает плотный зеленый мох, а папоротники здесь достигают очень больших размеров. Мощный поток воды обоим водопадам Великану, Гиганту и Ирине обеспечивают расположенные на Кадорском хребте 2 могучих ледника. Они питают источники, которые сливаются в единый поток, образуя на скалах удивительной красоты водопады. Друзья, мы, надеюсь, меня слышно, потому что я пишу без теплички, потому что долго доставать все, а мы немножко спешим. Кстати, Сайки остались одни в машине, а нам еще спускаться какое-то время. Если нет, то значит субтитры будут идти внизу. Мы посетили эти водопады, это классно, это здорово. Подписывайтесь на канал, подписались все на канал быстро, кто смотрит меня. Спасибо, кстати, вам, что смотрите. Погнали дальше. Нас еще впереди парочку мест. Но сначала надо дойти. Тяжело тут слышать. Идем. Как мы видим, стоянка опустела, джиперская. Остался один дяденька добренький, который, возможно, нас подкинет вниз. Если вдруг что-то, да, там как-то поменяется. А так впереди нас ждет почти 2 километра. И я так думаю, минут 30 ходьбы. Мы уже идем минут 15, наверное. Хотел заметить, что эта дорога, такую тишину, наверное, слышит только ночью и вот в это вот время, когда время доходит 5. А через час, кстати, в Абхазии уже, наверное, темно будет. Темнее здесь в районе 6, полседьмого. Так что у нас времени совсем немного остается, друзья мои. Мы еще идем. Пожелай мне удачи. Пожелай мне удачи. Ну, едут ребята, ладно. Может, даже доедут. Ну вот и конец. Ребята, 25 минут, по-моему, я засек, если мы в половину вышли. То сейчас время 52 минуты. Ну, у нас, правда, случилось пару ЧП в дороге. Грубо говоря, не рухнул только я. Далее мы все же направились на противоположный берег реки Алцга и в сторону того самого заветного музея, а по пути, разумеется, нас ждала так называемая очередная будка поборов. У нас даже начало складываться ощущение, что такая будка может подстерегать туристов чуть ли не на каждом повороте. Но даже и тут мы умудрились немного сторговаться. Что я могу сделать, ребята? Ну хотя бы за двоих заплатите. Ребят, время 6 час, мы едем в музей СССР. Все-таки мы в него поехали. Вообще вход 300 рублей с человека в эту часть, вот тут Акармарская, там въезд, да. В общем, нам это обошлось, ну как бы это вот я не знаю, каждый договаривается как хотите, нам обошлось 600 рублей, мы здесь. Музей «Шахтер» открылся буквально недавно, и находится он в поселке Джантух, в котором проживает буквально около 10 человек. Музей создан благодаря усилиям местных жителей. Все, что есть в экспозиции музея, собиралось в течение нескольких лет. Здесь находятся предметы из советского прошлого, то, что сохранилось в заброшенных квартирах, а также инструменты из местной музыкальной школы. Помещение музея очень аккуратное и уютное. В нем организовано несколько залов. Оплата за вход всего 100 рублей.
индивидуальный свет шахтеров. В простонародье называлась канагонка. Вот это крепил шахтер на пояс, головку на каску и пошел добывать уголь. Руки свободны. А это внутришахтный айфон. После каждого забоя был телефон, то есть шахтер во время своей работы, смены, мог дозвониться к себе домой. Нахождение в музее и рассказ экскурсовода пронизывают до глубины души. Это однозначно того стоит. А заходящее солнце, попадающее через остекление фасада, придает еще большего тепла. И только так можно понять и ощутить, для чего все это когда-то предназначалось. А это двухкопеечный уличный айфон. А вот это наша родная газета «Ткварчильский горняк». По заголовку вот этой статьи можно понять, какого она года. Жаровые самовары, не электрические. А вот это вот журнал «Советский шахтер». И в этом номере заиллюстрировано фото со двора первой шахты, а вот этот дом и есть развилка на водопаде. Здесь собрано все, что удалось найти. И шахтерское оборудование, спецодежда, обувь, инвентарь и предметы быта. Даже воссозданы целые комнаты, зоны. Можно посидеть, поговорить по дисковому телефону в кресле около журнального столика. Следующая комната у нас посвящена советскому быту. Походите, посмотрите, может, что знакомое найдете. А вот так вот украшали автомобили на парад, на демонстрацию. А вот это внутришахтные фонари. А вот тут и есть железнодорожный грузовой вокзал, куда фокусировалась вся канатная дорога с каждой шахты. Вот так еще выглядела первая шахта. А это самодельный токарный станок из подручных средств. А теперь кто-нибудь из вас, надеюсь, нам сыграет.
Хоть и игрой на клавишных я блеснуть не могу, звуки немного расстроенного фортепиано заполнили эти поистине тихие заброшенные дворики. И со стороны это выглядело несколько грустно и даже постапокалиптично. Казалось, что музыка здесь звучала последний раз лет 30 назад, и сейчас эти ноты дарят этому месту некую надежду. Общение со смотрителем музея, к сожалению, не знаю его имени, и сам музей оставили очень приятное и теплое впечатление. Даже было как-то грустно прощаться и уезжать, настолько тут доброжелательные люди и приятная атмосфера. А напоследок нам посоветовали посетить еще одну площадку. Друзья, ну, в общем, заканчивается наша прогулочка по Тхварчалу, по Кармаре. Очень классный музей. Очень хотели мы его посетить еще в прошлом году. В этом году у нас это наконец-то получилось. Очень приветливый дяденька, экскурсовод, гид, я бы даже сказал, который рассказывает всю историю о Кармаре, Тхварчала, шахт угольных, да всего вообще. Все это очень интересно, все это очень здорово, очень берет за душу. Так что приезжайте, смотрите, очень классно. Прямо сейчас я иду по навесному мостику. Высота подо мной, ну где-то, наверное, 9-этажка примерно. Вот, ну очень классно, друзья. Что ж, нам пора ехать в Сухум, возвращаться в гостиницу. Сегодня был очень насыщенный, классный день. Спасибо, что смотрели. Спасибо всем. В заключении нашей третьей серии хочу поблагодарить вас за просмотр. Ставьте палец вверх и пишите интересные комментарии. А также хочу поделиться ссылками на наши соцсети, на которые можно подписаться, если вы этого еще не сделали. Большое спасибо всем за поддержку. Продолжение следует, и до скорых встреч. Мы заправляемся, 60 литров, проехали мы очень много. И, кстати, такая знакомая заправка. Я заправлялся здесь на Honda Stream в 22 году. Едем на